Сегодня я тоже решил записывать для вас ролик, торговую сессию и показать, что к чему. Сегодня будем работать без никаких индикаторов и по сути торговли я буду вам объяснять. Подписывайтесь на мой YouTube канал, а также, если хотите бесплатные сигналы, в описании этого ролика будет мой русский телеграм-канал. Можете туда зайти, с понедельника уже я начну там проводить прямые трансляции и давать сигналы. А также вы можете проверить мой таджикский аудиторию и там посмотреть мои результаты, которые я даю таджикскому аудиторию. Так что жмите лайк, не стесняйтесь, и мы погнали. Работаем сегодня на валютных парах OTC. Сегодня, как мы знаем, воскресенье, 27 числа. И по ходу дела я буду объяснять, почему заходил в сделку и за чего не заходил. Данная точка, данная локация, это очень отличная локация, поэтому я 1 минут на понижение зайду. Я мог бы ждать вот данной область, но как мы видим, отсюда был разворот, от данной области тоже был разворот. Из-за этого, если в случае чего сделка наша не проходит, мы что будем делать? Просто таймфрейм свой на 2 минуты поставим, максимум обновиться и заходим на вторую сделку. Так что пока ожидаем сделочку нашу и на 5-минутный таймфрейм, как мы видим, цена на данной линии несколько раз откатился вниз. И в этот раз то же самое произойдет. Почему? Потому что уже как мы видим, данная область это область сильной поддержки, точнее сильной сопротивления. Из-за этого от данной точки должно откатиться вниз. И как мы видим, 1 минута наша хватило, и наша сделка зашла в плюс. В дальнейшем наш шаг оставаться смотреть эту позицию или лучше поменять валютную пару, потому что цена может стремиться вот допуститься до этой зоны торговли. И на 5-минутном таймфрейме, как мы видим, тут то же самое, коллабельно на данной торговой зоне. Так что лучше, я думаю, менять будем. На разных валютах будем торговаться, и так легче будет всем. Данная область чеф ног OTC, как мы видим, нисходящий тренд, тут разворот сейчас происходит. Из-за данной точки можно зайти 1 минут на повышение цены. Как мы видим, локальная точка наша поддержка обновился, но мы не успели, на где-то 20 пунктов раньше заходили в сделку. Ничего страшного. Если новая свеча будет обновить данную зону, и мы заново заходим 1 минута на повышение цены. Подождем, посмотрим по ходу сделок и заглянем, что происходит. И да, в моем YouTube канале только входит ролики без монтажа, плюсы, минусы, все входит. Я прозрачно работаю, не как другие, чтобы только плюсы свои оставить, потом вы заходите к ним, что-то вам предлагают и продают. Короче, так у меня не будет. У меня честно будет плюсы и минусы. Так что погнали, подождем. Тут 5 секунд у нас остался. Цель мой заключить 5 сделок или 6 сделок, потом выйти из рынка. И получил от данной валюты свой плюс. В дальнейшем шаг. У нас, как я вам сказал, вот на данной валютной паре я торговался. Сказал, что цена может докатиться до данной области. Как мы видим, данную область мы легко уже прошли. Теперь следующий наш шаг, вот данный коридор будет. Но тут чуть опасновато. Почему? Потому что цена может откатиться назад, обновить данную зону и потом спуститься вниз. Если я отсюда зайду сейчас на понижение, уже у меня риск большой будет. Поэтому лучше я не буду торопиться и искать другие варианты. Тут AUD, как мы видим, тут получается цена стремится к повышению вот данной зоны. Цена может дойти до данной области. Почему? Потому что тут уже наше локальное сопротивление на пробой был. Пробился данный коридор. И в дальнейшем шаг, как мы видим, рост.
подождем. 1 минута на повышение. Цена может просто спуститься вот до данной точки. Поэтому сперва откат будет, потом рост будет. Как бы на практике это так. Лучше ждать отката, потом зайти в сделку. Но в случае, если не заходит, эта свеча красная будет как бы закончится время свеча на красном, то мы заходим в догон. Но в догон не 1 минута, а 2 минуты я зайду. Но данную область мы должны обновить. Вот раз, точка. Там, как мы видим, тем был, откат был. Вот хотя бы данную зону должны как бы обновить, потом спуститься назад, потому что тут пробоя было, как я вам объяснял. Линии, тут 10 секунд остался, сейчас посмотрим 10 секунд, на что будет решать. 3, 2, 1, 0. Как мы видим, мы тут потеряли уже свои средства, правильно? Так что 2 минуты сделаем на повышение цены. Теперь подождем. Наш сел вот сюда дойти. За мой русский язык извиняюсь заранее, хромается, но в дальнейшем я постараюсь, чтобы лучше вам мог легче объяснить. Поэтому подождем тут 2 минуты и посмотрим, что к чему. А так может быть, может и цена не обновить, потому что тут вот сейчас я вам объясню. Но вот как мы видим, данная зона пробой вот случился, да, пробой коридор. Наша свеча 1 минута, но он должен дойти до сюда. В дальнейшем шаг вы задаете вопросом, цена может пробить данный коридор или нет. Цена, как мы видим, раз, два, и в третий раз идет к этому зону, да. Тут пробился, обратно заходил в эту зону. Как мы видим, эта зона стабильная, наше сопротивление. Я бы от данной зоны взял бы на 4 минуты на понижение цены от данной области. Сейчас подождем, наша сделка проходит. Потом в дальнейшем шаг. Да. Всегда замечайте, если вы на перекрытие сделки заходите, если оно пройдет, сразу на изначальный депозит, какая сумма у вас была. И строго риск money management, торговый план, чтобы у каждого из вас было. Это самый важный роль трейдинга в этом. Поэтому в азарт не заходите, свои деньги просто так не дайте брокеру, чтобы брокер от вас заработал, просто так не дайте деньги брокеру. Лучше обанкротьте этого брокера, чем давать ему деньги. У меня подписчики вот смотрят мой YouTube канал, уже некоторые по 30, по 40 тысяч долларов зарабатывают. Просто смотря мои видосы. Вы, конечно, на таджикском языке ничего не понимаете, поэтому я решил на русском записывать и давать такой же результат на русскоговорящих людей. Сделка наша закрылась в плюс. Пускай эта цена пока дойдет до точки, где мы хотим. Я на этот избранный поставлю. Где этот AUDNZD процент. Процент уменьшился. Теперь это нам не нужно. Тут, как мы видим, нисходящий коридор. 1 минута на понижение. Тут у нас получается вот такой степ и треугольник у нас тут. Поэтому 1 минута на понижение цены. Подождем, тут может быть ложный пробой, потом откат назад. Ложный пробой, вот до данной области может цена подняться, потом спуститься обратно назад. В случае чего перекрытие на 2 минуты на понижение от данной области. Я готовлю для себя. На 2 минуты, я думаю, очень шикарно заходит. Еще раз, вот на 2 минуты на понижение цены.
теперь подождем цену. Пробой может быть. Сейчас посмотрим на 5-минутном таймфрейме. Что было тут? Получается, тут восходящий канал тренда был. Потом разворотный свеча. И данный от данной области уже, как мы видим, зона поддержки обновился, потом откат вверх. Но, как мы видим, тут раз, два свеча, да, объемами не могли пробить данную точку. Вот, в этом случае только пробили и потом откатились опять к этому уровню. Поэтому 2 минуты, я думаю, чисто хватит нам. И все, подождем наш результат. 1 минута тоже нормально было, но 2 минуты уже как-то стабильно, либо в пользу пойдет, либо не в пользу. Но скорее всего в пользу, потому что цена должна зайти в этот коридор. Вот в этой области коридор должно зайти. И потом в дальнейшем строить свои планы, свой тренд. Чисто можете работать по тренду. По тренду всегда работает. Против тренда никогда не работайте. Потеряйте свои средства. Тут у нас дофига валютных пар. На один валютный пар никогда не сидите много, потому что может не по вашему сценарию работает. Из-за этого меняйте. Где вам удобно, там и торгуйтесь. И да, можете зайти в мой телеграм-канал. Это особенно для новичков, которые хотят зарабатывать, но не понимают как. Там я даю сигналы. 99% моих эфиров это все в плюсе. Последние 3 месяца у меня ни одного минуса не было. И до этого тоже мои эфиры может на 4 месяца один раз минусовой получается. Почему? Потому что я сам не хочу в пятницу торговаться, а подписчики хотят. Вот в пятнице я не работаю, а остальные дни я работаю. Как мы видим, цена уже зашла куда мы хотели. Получается, тут у нас что получился? 2 плюсовой, 1 минус, перекрытие, потом 1 минус, потом опять перекрытие. В общем, 3 сделок, 6 сделок у нас получилось. В данной области я 1 минут зайду на понижение. Не успел чуть, но ничего страшного. А теперь единственная моя ошибка, знаете, в чем была? Я, как вам говорил, надо смотреть данную зону, чтобы когда перекрытие у вас заходит, и чтобы вы уменьшивали сумму на первоначальный депозит. А это уже моя естественная ошибка. Почему? Потому что это может играть со мной в плохую шутку. Если это не заходит сделка, дальнейший мой шаг уже увеличивает на $300. Это уже опасно. $308 следующая моя сделка из-за одного ошибка. Поэтому не совершайте ошибки. Смотрите. Все. Смотрите. Как рынок работает, что работает, какие волатильности пары есть. Вот тут 1, 2, сколько минут осталось у меня? 3. Возврат. Вот, слава богу, что возврат, да? Теперь дальнейший мой шаг. Данной точка торговаться или не торговаться, цена уже, думаю, не торговаться. У нас был тут один валютный пара. Процент же упал. Правильно, правильно. Данная область хорошая область, но 1 минута на повышение можно зайти тут. Сейчас объясню, в чем суть. Пробитие линии, как мы видим, откат к уровню, теперь должно быть уже пробой, либо ложный пробой. Но во всяком случае, мы сейчас перекроем эту сделку. Тут восходящий канал тренда, вот это данный уровень было вот тут даже. Получается 5-минутный таймфрейм нам чуть по-другому дал сигнал. Правильно, правильно. От данной зоны получается вот тут пробой было. Это ложный пробой, ничего страшного. Теперь мы меняем суть
этого нашу работу. Сейчас, подождите, я сделаю вот такой коэффициент себе, чтобы чуть больше зарабатывать. От данной области можно зайти. Еще 1 минута на повышение цены. Почему? Как мы видим, отсюда откат был к этому уровню. Тут может быть накопление пойдет, боковик. Может быть сразу пробой будет. Но тренд, как мы видим, тут задерживался, очень долго задерживался. Мы очень быстро обновили данную область. Это уже плохо. Обновили. Теперь у меня 10 секунд остался. Новая свеча появится. Новая свеча и так не успеет спуститься, потому что у меня мало времени. И я заберу свой пилюс. Как мы видим, забрали пилюс. Дальнейший шаг. Дальнейшим наш шаг. 1 минута на повышение цены. Я зайду опять. И это будет наша последняя сделка, если заходит. Но самая опасная зона для новичков вот данный коридор. Не советую никому торговаться в данной области. Ждите точка поддержки и сопротивления. И ждите пробоя. И когда вы одиночки торгуетесь, лучше по тренду, по точке поддержки и точке сопротивления торгуйтесь, потому что вы можете потерять. Я могу восстановиться в любое время, могу перекрытие сделать сколько угодно, да? И по торговому плану я могу себя в плюс вводить. А новички этого не смогут. Из-за этого лучше не стоит. Как мы видим, цена откатилась вот до данной зоны, обновился тень. И сейчас посмотрим. 1 минута. И это самая, как вам объяснить, тупая сделка была. Я лучше бы ждал, да? Вот от данной области, если я сейчас заходил бы, уже гарантированный плюс я забрал бы. Но тут что-то рискнули, ничего страшного. Как мы видим, наша торговая сессия прошла успешно. От вас лайк, комментарий. И да, обязательно под этим видео я оставлю ссылку на свой телеграм-канал, где абсолютно сигналы бесплатные. У меня нету таких торговых сессий, как другие, которые скриншоты вам вкладывают, что зайдите в сделку, понижение, повышение цены. Такого нету. У меня в реальном времени проходит трансляция в определенное время. В этом трансляции люди могут задать вопросы свои, как мы зарабатываем. Вы тоже можете наблюдать, как я зарабатываю на этом, и мои результаты увидеть. Всем всего хорошего, приятного просмотра вам. Удачи, пацаны. До следующей торговой сессии.